Быть элитой не каждому дано. Это значит, предпосылки – это материальное благополучие. Если человек бедный, он элитой стать не может. Но не только, что он имеет материальное богатство, и он живет этим. Используя свои материальные возможности, они строили реальное училище, как Цанкакальчик, женскую гимназию. Кусурсу строил 3 мельницы. Другой идеолог национальной элиты, это Дмитрий Дмитриевич Дьяков из Киритлунги, он решил переселить гагаузов в Бразилию. И вот там основал гагаузского села. Понимаете, все проявлялось по-разному. У нас не было государственности, поэтому вот все основывается на личности. Им никто ничего не давал. Они сами все достигали умом, вот как Харлампи Монастырлы. Статский советник по Новороссийскому учебному округу. И мало кто знает, что он был друг Чакира. И он как государственный чиновник помогал ему. Вот эту идею печатания книг. Дальше Ирина Булгар, первый доктор наук. Из бедной семьи 7 человек было в семье. Она умом своим достигла, закончила университет и была уже одна из самых таких ярких личностей. Первая защитила докторскую. Вот в таком ключе вот эти люди, которые из народа, те гагаузы, как мы говорим, наши люди. Вот это проявление, что они вокруг меняли мир, окружающий мир меняли своим вот умом, жизнью. И не на словах, но в этой книге я постарался это доказать, показать, как они жили. Благодаря Степану Степановичу удалось выявить тех личностей, о которых мы знали мало. Удалось узнать о таких меценатах, которые на самом деле сделали очень много для развития населенных пунктов нашей гагаузской автономии. И тогда, когда мы говорим, что вот сегодня есть люди искренние, готовые помочь, поддержать автономию жителей, оказывается, эта традиция, она сложилась давным-давно. Оказывается, десятки, сотни лет уже проходит с того периода, когда были такие люди, которые были заинтересованы, которые на самом деле назывались гагаузской элитой. Мне понравилось название этой книги. Почему? Потому что мы на самом деле сейчас потихонечку начинаем формировать элиты, политические элиты, экономические элиты, общественные элиты. То есть общественная жизнь в Гагаузии очень серьезно, динамично развивается, и все это происходит благодаря личностям. И все мы знаем хорошую истину. Если мы не будем знать свою историю, не будем работать в сегодняшние, настоящие дни, то, конечно, кто на самом деле будет формировать наше будущее. Поэтому личности этих надо знать их биографии, надо знать дела, которые они сделали. И благодаря такой кропотливой работе Степана Степановича, который издает не первое издание, уже очень много изданий было подготовлено им в рамках научного исследовательского центра имени Марии Васильевны Маруневич, мы получили еще одно новое, можно даже сказать, его пособие. И оно хорошее чем? Помимо того, что там очень много информации есть, там хорошие фотографии, хорошие экскурсы в историю. Как всегда, Степан Степанович базируется на фактах, как всегда он базируется на проверенной информации. И я уверена, что данная книга будет очень полезна не только жителям Гагаузии, не только историкам, но и нашим студентам, соответственно, но и нашим педагогам. Я хочу поблагодарить именно Степана Степановича за то, что он уделил такое большое внимание. Это большое дело, это историческая память практически нашей Гагаузии, историческая память о тех людях, которые творили наш край, творили нашу Гагаузию. И интересно будет нашему молодому поколению знакомиться с их делами, знакомиться с каждой биографией. Наверное, это будет какой-то пример для нашей молодежи. И немаловажно, что имея такие произведения, такие книги, наверное, о Гагаузии будут знать далеко за пределами Молдовы еще. Степан Степанович, вот у нас, к сожалению, единственный историк, который работает вот в данной проблематике. История гагаузов на разных этапах. Но я хочу отметить, вот, пользуясь случаем, что столь высоко поставленные у нас гости здесь,
руководителей Гагаузии. Степан Степанович энтузиаст, патриот, но пора интересоваться, на какие средства он не раз ездил в Бессарабию, в Бразилию, по России, Петербург там и так далее, Турция, Греция, чтобы добывать эти материалы. Настало время, видимо, создать или специальный фонд, или не знаю какой счет. Вот Можно я сразу отвечу? Гагаузская элита. Финансирование, вот эти исторические изыскания. Данный труд – это работа ни одного года и ни одной поездки. Но самая большая ценность для меня, что эта книга как энциклопедия для молодого поколения. Просмотрев и прочитав эту книгу, я убедилась в одной истине, что гагаузский народ не исчезнет при нескольких условиях. Если он будет знать свой язык, если он будет грамотным, если он будет трудолюбивым, то есть будет продолжать любить труд, если он будет богатым, если он будет заниматься благотворительностью. Только в этих случаях гагаузский народ будет жить и процветать.